Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Финансовое благополучие волнует каждого, но не все знают, как грамотно распоряжаться своими средствами. Региональный центр компетенций по финансовой грамотности создан с целью наибольшего охвата населения мероприятиями по финансовой грамотности. Каковы основные направления стратегии повышения финграмотности и формирования финансовой культуры, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Анастасия Соломонова, директор финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Анастасия Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Я предлагаю для начала поговорить вот о чем. Правительство Российской Федерации утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Какие ее основные направления? Действительно, на уровне Российской Федерации в прошлом году была утверждена стратегия, и с этого года по 30-е годы у нас уже новая стратегия взамен той старой, которая существовала с 18 по 23 год. Если задачами той стратегии старой были это, значит, финансовая грамотность, это финансовое посвящение наших граждан, то сейчас уже задачи немножко поменялись на уровне выше. Это формирование финансовой культуры граждан Российской Федерации, в том числе и нашей республики Саха-Якутия. То есть появилась не просто финансовая грамотность, уже полноценная финансовая культура. Да, правильно? К этому должны стремиться. А какие сегодня стратегические задачи выполняет региональный центр компетенций по финграмотности? Региональный центр компетенций по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия создан распоряжением правительства Республики Саха-Якутия в 2020 году на базе нашего финансово-экономического колледжа. Значит, является оператором региональной программы по развитию финансовой грамотности на территории Республики Саха-Якутия. Это региональная программа Министерства финансов Республики Саха-Якутия. И мы проводим очень большую работу на базе нашего колледжа. Это проведение различного рода мероприятий, которые повышают финансовую грамотность у населения. Охватываем все слои населения республики. Далее, значит, мы мониторим уровень финансовой грамотности населения. Также у нас разрабатываются механизмы взаимодействия между государством и обществом. Безусловно, здесь одна из важнейших функций – это информирование, информационная составляющая работы центра. Вот какая работа ведется? У нас есть сайт fingramyakutia.ru. Далее мы в своих пабликах тоже формируем, доводим до населения, что мы проводим, какую работу мы проводим на уровне нашего регионального центра. В этом еще нам помогают наши соисполнители региональной программы. Это 8 министерств и ведомств, финансовые организации, наши районы. И с этого года у нас в каждом районе есть ответственный по финансовой грамотности. Это на уровне власти, муниципальной власти. Анастасия Васильевна, вот мы сейчас с вами проговорили про информационную кампанию, это онлайн, я насколько понимаю. А вот какие мероприятия проходят в формате офлайн, то есть, например, живое общение с теми, кому нужна эта финансовая грамотность и финансовая культура? Формат проведения мероприятий, он различный. Это начиная от фестивалей, это неделя финансовой грамотности, также это мастер-классы, это, значит, проведение онлайн-уроков в образовательных учреждениях Республики Саха-Якутия, всероссийские форумы, чемпионаты для пенсионеров у нас каждый год проводятся. Вот такие форматы. И если говорить о том, что какие мероприятия нас ждут в этом году, из федеральных мероприятий можно обозначить Всероссийскую неделю сбережений. Это организует у нас Министерство финансов Российской Федерации с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей. Это осенью у нас планируется. Далее Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта также Министерства финансов Российской Федерации. Федеральный этап ежегодного всероссийского конкурса профмастерства педагогов финансовой грамотности. И в этом году мы проведем 3-й всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди пенсионеров. И вот 2 мероприятия в ноябре. У нас всероссийский налоговый диктант и проведение регионального этапа всероссийского конкурса эссе «День рубля». А на уровне республики вот в конце марта мы планируем 5-й фестиваль республиканский под названием «Семья. Инвестиции. Будущее». Данное мероприятие у нас будет интересно и полезно посетить всем категориям населения.
Ну вот давайте поговорим немножко про фестиваль, я предлагаю чуть попозже поговорить. Все-таки про курсы финансовой грамотности мне вот что интересно. Раньше же они были преимущественно, их посещали люди пожилого возраста, старшего возраста. Сейчас, насколько я понимаю, активно включаются еще и дети, и подростки. С чем связано это? Вот я же в начале передачи говорила о том, что мы должны формировать финансовую культуру. И действительно, мы уже даже с садовского возраста должны охватить все слои населения. И как раз-таки вот, вы знаете, что по ФГОС уже элементы финансовой грамотности внедрены, основные предметы, как математика, география, основа безопасности жизнедеятельности. И, значит, у каждого гражданина нашей страны именно с маленького возраста должна формироваться финансовая культура, и в связи с этим проводятся вот различные роды мероприятия. То есть с детьми это в каком-то интерактивном формате, потому что не все в таком возрасте понимают ценность денег, ценность капитала, важность расходования собственных средств. Да, но сейчас, я думаю, актуально. Это через образовательные учреждения мы вот через элементы как бы уже внедряем. Далее через внеурочные занятия это внедряется, да, и различного рода конкурсы, фестивали, они тоже активизируют интерес нашего подрастающего поколения. Ну вот мы с вами заговорили про фестиваль. Я предлагаю вернуться все-таки к фестивалю «Семья. Инвестиции в будущее». Не первый год проходит. Чем будем удивлять в этом году? Ну, мы уже 5-й год, можно сказать, удивляем различными родами мероприятиями. Вовлекаются, значит, все, уже, как говорили, все слои населения. Будут мастер-классы, будет участие еще других регионов. Отдельно соберем педагогов, отдельно, значит, студентов. Будут консультации от финансовых организаций, от органов исполнительной власти. Площадки будут организованы. Есть сайт отдельный тоже, да, finfestyakutia.ru, можно будет ознакомиться любому человеку и участвовать на нашем фестивале. Участие бесплатное, нужна ли регистрация? Да, нужна регистрация, действительно, и бесплатная, действительно, да, и можно вот через это мероприятие, через фестиваль повысить свой уровень знаний. А какая-то будет там онлайн-составляющая, допустим, чтобы районы подключились? Да, действительно, у нас проходит 2 дня. Первый день онлайн формат у нас будет, и второй день это уже очный формат. Так что будем участвовать в рамках фестиваля все. Также в районах будут тоже профилактические беседы, разного рода мероприятия, так как у нас с этого года все районы приняли свои программы по финансовой грамотности. Анастасия Васильевна, давайте еще поговорим про Республиканскую телевизионную олимпиаду по финансам и экономике для старшеклассников. Вот как она проходит? В этом году традиционно проводится Республиканская наша олимпиада, 12-й раз, 3 этапа. Первые 2 этапа это дистанционно. Буквально вот сегодня последний день, значит, отбора на муниципальном уровне. Далее, значит, 17-18 марта дети будут, ну, уже отобранные дети будут писать уже эссе. По результатам эссе, написания эссе, мы уже перейдем на 3-й уровень. Это уже очный формат. И, как обычно, в студии НБК «Саха» пройдет наш финал. И победителем, ну, тоже каждый год будет являться это выпускник этого года, и он получит право зачисления на целевое место финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета. Это очень достойный приз, я считаю. Поэтому к этому действительно нужно стремиться. Когда вы сказали, сегодня последний день проведения тестирования, регистрации, и сразу они проходят тестирование. То есть еще, в принципе, можно успеть сегодня. Я предлагаю еще затронуть очень важную тему, Анастасия Васильевна. Профилактика финансового мошенничества в республике нашей ведется. Вот какая работа именно региональным центром компетенции в этом направлении? В прошлом году в рамках Координационного совета на уровне председателя правительства Республики Саха-Якутия мы получили поручение разработать совместный план по, значит, профилактике финансового мошенничества с участием Министерства внутренних дел, с участием отделения Банка России, Национальный банк по Республике Саха-Якутия. У нас там много мероприятий в этом плане, и мы уже начали эту
эту работу. Ну, вообще хочется сказать, да, по финмошенничеству из года в год мы, то есть население наше теряет очень много денег. И вот эта сумма каждым годом возрастает. И целью, значит, хотя бы, ну, при остановлении такого роста, да, мы должны в этом году очень хорошо, качественно провести работу среди населения. И коротко хочу сказать, что ну, уловки мошенников финансовых, они различные. Каждый год они развиваются. Порой даже мы не успеваем, можно сказать. Да? И в этих случаях обязательно нужно взять паузу, либо вообще совсем не брать звонки из незнакомых номеров. Можно позвонить 102, обратиться, переспросить, действительно ли это сотрудники МВД, служб безопасности. Но хочу сказать, что наличные сотовые телефоны с этих правоохранительных органов никто не выходит, как правило, да, это надо понять, и никаких безопасных счетов тоже нету. Я хотела бы предостеречь наше население. Также будьте, пожалуйста, осторожны именно в онлайн-покупках, при продажах на Юле тоже люди вот попадаются, да. Ну, вот такие вот... Так же, как и банки, допустим, не пишут лично в WhatsApp, вот, в других мессенджерах, в других социальных сетях, напрямую никогда не выходят. Анастасия Васильевна, а нет идеи поработать именно с представителями банков? Потому что, ну, отчасти, конечно, косвенно вина в такой сильной закредитованности, в том числе вот для мошенников, потому что многие же берут кредиты для того, чтобы мошенникам эти деньги перевести. Она же лежит и на плечах работников банков. Ну, вот как раз работу с банками на территории Республики Саха-Якутия у нас очень хорошо проводит отделение Банка России, Национальный банк Республики Саха-Якутия. Они в начале года со всеми финансовыми учреждениями тоже разговаривали, приняли свой план действий насчет этого, да, но работник тоже должен оставаться человеком, можно сказать, да, потому что люди приходят где-то в разных состояниях, берут кредиты и так далее. Были случаи, когда вот именно сотрудниками банков были приостановлены такие вот действия, как оформление нескольких кредитов и так далее, ну, выдача кредитов. Ну и хочется, чтобы эта практика, конечно, она была чаще у нас распространена. Анастасия Васильевна, в заключение коротко хочу спросить, что для вас лично финансовая культура? Мы же все-таки с этого начали. Финансовая культура, да? Финансовая культура – это уметь пользоваться своими личными финансами, уметь планировать свои расходы, доходы, уметь, значит, выявлять риски, значит, разбираться в вопросах сбережения, да, накопления своих денег, уже с прицелом, ну, на 30, на 20, 10 лет уметь планировать. Вот. И, конечно же, анализировать свои расходы и доходы. Из этого делается вывод, и люди могут принимать правильные решения. Анастасия Васильевна, ну я уверен, что благодаря вашей работе, в том числе якутяне, познакомятся с этим термином и введут его в свое постоянное обращение. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.